Итак, мы направились к Быковскому мысу, арктическим воротам Лены. Месту, где Великая река отдает свои воды и энергию Северному Ледовитому океану. Тут расположился одноименный поселок Быковский, где мы смогли немного осмотреться, пообщаться с местными жителями и посетить местную школу, в которой меня ждал очень интересный сюрприз. Поселок расположен в 30 километрах севернее Тикси, и я был удивлен, почему же его не причисляют к числу самых северных поселений мира. Допустим, самолет зимой мы сейчас даже и летом платим 250 рублей. Фрукты. А огурец, помидор везет самолетом. Ну, сами понимаете, если она за 80 пришла, то ставим 100. Всегда ветер, холод. Куртки не снимаем практически. Я обычно тут в бунтах еще сижу, да я не успела вон еще принести. В это время обычно так сидите, да? Здесь зарабатывают кто на рыбалке, кто-то еще как-то. Что-то колхоз. И здесь очень удобно расположена транспортная инфраструктура, морская именно. Очень неожиданно встретить в таком месте высокие технологии. 3D принтер даже у вас есть. Ничего себе. Идет разделка, потом упаковка, заморозка и отправка. Да, вот так вот здесь. Круто. И люди, дети уже с образованием, получается, да, выходят? Уже отсюда выходят с образованием. У нас еще есть эксплуатации, они учатся на вождении бурана. Испытано на себе. Отлично. Опять земля. Соскучились по земле? Ну что, ступаем на землю мыса Быкова. Покатались, немножко соскучились по земле. Зато здесь много плавника тоже. Можно жечь костры, готовить пищу. Интересные дома. Вот мы ехали там, не знаю, удастся нам в поселок погулять, походить, нет? Ну так, там, ну, необычно. Такие большие дома, там длинные, двухэтажные. Как-то по-современному это все выглядело. Нам надо здесь в ГИМСе тоже зарегистрироваться и, по идее, пойти дальше. Вот сейчас местного жителя подъехал, попросили отвезти Николая Александровича куда нужно там и все вопросы решить организационного характера. Шапку, оказывается, наизнанку ношу. Вот о чем, о внешнем виде здесь, конечно, начинаешь думать в последнюю очередь. Накинул, как там, схватил, натянул, за штурвал прыгнул и пошел. Что, немножко прогуляемся. Экскурсоводов у нас нету, поэтому, как говорится, что вижу, то и показываю. Очень необычно, конечно. Как я уже говорил, я хочу когда-нибудь пожить в подобном месте, побольше времени провести, проникнуться вот тем, каково это жить в таком суровом месте, в таком вот поселке, без всех благ цивилизации. Мне кажется, это будет очень-очень интересный опыт. Мне это понравится, я уверен. Но это только край. Я, конечно, вам показываю то, что вот сам видел. На самом деле, вот мы плыли вдоль берега, там дальше очень такие, ну, благоустроенные домики. Видно было с берега. Море Лаптевых? На той стороне уже, да, получается, море Лаптевых? Да. Вот оно, да, его видно. Вот домик написано Министерство культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Муниципальное образование Булунский улус.
Да, очень интересно. Получается, мы же таком на мысу находимся. Вот с той стороны залив Ниелова, а там уже море Лаптевых идет. Его прям, ну, отсюда тоже видно. Магазин? Посмотрим, что там есть. Может, что-нибудь нам купить надо? Ну, магазин никогда не помешает. Правда, там надо спросить разрешение. Могут и не дать. Магазин «Радуга». Ну, допустим, самолет зимой мы сейчас даже и летом платим 250 рублей. Фрукты. А огурец, помидор везет самолетом. Сами понимаете, что это такое, да? Стараюсь банки, склянки везти летом, но то, что не хватает, зимой мы довозим. Обязательно. И от этого ценник. Так как у меня в деревне 80% старого и молодого населения, то есть детей там, стараемся как бы цены особо не делать. А много населения у вас тут? Сколько человек проживает? Я думаю, с приездами человек 500, прописано не так много, до 400. А магазин у вас единственный в поселке, да? Нет, их 3 магазина. 3 магазина. Я подойду поближе, поснимаю, Да, так, да. что, как у нас тут ценники. Сейчас просто осмотримся. Вот 110 рублей. Греча. Сгущенка. Ну, слушайте, на мой взгляд, не сильно так отличается прям. Что-то такое слышала, ага. Слышали? Арбуз 120, морковка, свекла, это 100 рублей, вот, допустим. За килограммчик, да. Да. Ну, сами понимаете, если она за 80 пришла, то ставим 100. Ага. Быстро делать не можем, бабушки, дедушки, они не поймут, почему надо делать там, ну, допустим, 150 рублей. Ну да. Это мой магазин. Надо же чем-то заниматься. Ну, получается, да, и надо как-то и людям, чтобы, да, было, ну, доступно все это. Это дело в том, что я ушла на пенсию, я всю жизнь занималась рыбой и рыбалкой, и ушла 50 лет на пенсию. Поняла, что уже водная стихия для меня Уже проблема на нервной почве после некоторых случаев. И поэтому надо было чем-то заниматься, как бы рано дома-то сидеть. А случаи всякие, это морские опасности различные, да, которые Ну, да. сталкивались, да? Вот мы сейчас тоже идем. Ну, катамаран я представляю 11-метровые яхты или сколько там? 13 метров 13 длина, да. метров. А вы близко к берегу стоите? Право на берег, что ли? Чтобы поснимать, мы сейчас мимо на лодке поедем. Ну вот, да, можете подойти, посмотреть, заходите к нам. Ну, шоколадные конфеты 700, карамель 400. 700 рублей вот пакетик, да? Нет, Или? килограмм, да. Килограмм 700. Ну, это да, вот пакет 700 рублей. Он килограммы выходит, да? Да, О, ну килограммы выходит. это да, это уже дорогое удовольствие. Да, карамель, ну, супер дорогие конфеты мы не покупаем. Они же бывают и здесь и за 1000, и все такое. Ну да, а сникерс сколько стоит вот это один? 70 рублей. Йогурт 90, 120. Стараемся, возим. В холодильной камере ты 35 рублей. Зимой мы возим 55-50 рублей. Да, вот. По зимникам. Да, зимой. Это все за килограмм получается, Это да? все за килограмм. Вот, а самолет 240 с лишним, да, там это Да, сейчас 200-240. Ну, смотря от объема какая, еще. Да, и там. И кто везет. А вот вы знаете, я с теплоходом как-то вот не дружу из-за того, что водобоязнь, вот это вечно то шторм, то и чуть-чуть. Я всю жизнь работаю на воде, водной стихии. Я была у мужа в бригаде, мы потом звеном с ним работали. И просто произошел очень серьезный случай. Раньше мне как-то по молодости было там. Прошел какой-то период, и я поняла, что я психологически я уже не могу. Шторм сильный Да. попали. А теплоход, он сегодня тихо приехал, мы быстренько выгрузили. Завтра, а на следующий раз там такая волна, а он забирайте и все. У нас нету причала, вот эта проблема. Воду балуют часто, нет? Так, В этом такие году, дни, в этом году очень хорошо. В этом году хорошо. Сейчас хорошая погода считается, да? Да, это вообще- Это ты чё, конечно. Все сразу в тундру за грибами, за ягодами, а так это Поехали, да. поехали. Ага. Вчера дуло. Да, шторм. Вчера мы вот тыкси стояли, не могли. А вы по морю пришли или с Ниелова? С Лены. Ну, мы с Ниелова сейчас. Ниелова. Мы вот там стояли, ждали, пока вот сейчас сегодня стихло, и мы сразу пошли сюда, Вы сейчас наверх идете или на море куда-то? Можно. на море. А там куда? Там остров Бенет есть. Есть? Там Святой Нос, и там по островам до Бенеты. У нас
В планах так. Ну, вся неделя какая-то неудачная сейчас будет Будет, по да? погоде, по А ваш погоде. прогноз какой? Есть какие-то народные предметы там? Ну, тут дождь будет каждый день, это одно. Дождь, да? А, Да. так вот еще тут. Дождь будет однозначно каждый день. А вас как зовут? Мы не познакомились. Галина Владимировна. Галина Владимировна, да? Тетя Галя зовут местная. Людочка. Тетя Галя, очень приятно. Блогер с Якутска. Здравствуйте. И- Это у нас почта. Другие в прошлый раз. Теперь не смогу. идет. А у вас дети, говорите, Питер, Москва, да? Там? И там есть? Да, А, Питер, Москва. вот я тоже с Питера, а я сюда. Ага. Подальше решил забраться. Нет, ну сын, когда уехал, он первые годы, каждый год он был военно обязан, в военной академии, там учился. И он каждый год, я только домой, мы ему давай там купим на море, или нет, я только домой. Сюда, Только да, и вы домой, прям да. тянуло. Потом вы проезжали 2 участка, это наши работники, наши дети, это все поселковые, вот они все бригадами. Там едут. работают. А. Хохочи, вот раз вы на столб ездили, мимо наших вот На людей. столбе чьи-то сети стоят еще. Нет, ну там это разрешается, да. А у вас в основном, получается, вот на чем люди живут? Это вот рыбалка? На рыбе. Все на рыбе, да? У нас вот Только рыбу. Промысел. колхоз Арктика, Артель теперь называется. Там 90% народа, они все на рыбалке. Ну, помимо конторы, там, бухгалтеров, помимо там, администрации, да, да. кладовщиков. И у нас вот Конечно. даже школьники ездят. У нас же школа с уклоном чего-то сельского, да, там. Рыба разделочный профиль, короче. Да, какой-то А, да? разделочный профиль. И Они прям, когда заканчивают, им дается такой квиток, что они рыбообработчики Вот. уже. Уже после Разряд. школы сразу, ничего да, себе. с разряда. Ну правильно, надо сразу выращивать кадры, получается. И вот Что- там вот бригады школьников под руководством взрослых опытных людей. И все это, им прям зарплата. Вот они вот уже на днях они приедут, им прям в первую очередь школа скоро, им зарплата прям. И все, и туда очередь стоит, записываются. Мы хотим, мы хотим. Но бывает так, что они не всегда выполняют норму. Допустим, Да. сейчас в Табабастах норму не выполнил. Допустим, в бригаде 12 человек, каждый ребенок должен по тонне сделать, ну, на бригаду. 12 тонн должны собрать, а у них только 3 тонны сейчас. Получается, уйдет и деньги уйдут только на продукты. Они останутся без ничего. Да. Ну вот, а второй участок план делаю. Хохочи сделал. А, да. вот который ближе к столбу. Он план Палаточный выполнил. вот этот поселок, городок. То есть тут вот как они. повезет еще получается, Да, да, да. еще. Если волна будет, то никто не работает. Да. И по технике Конечно, безопасности их никуда не Если рек дунет, то уже Ну всё. да, там же еще, да, этот момент. Конечно. Также зимой. А так-то Рыба есть, будет план Ой, выполнен в зимой бригаде. Зимой та же рыбалка, да? Ладно, ребята, извините, меня ждут. Ждут уж, Пошла, да? Пошла, Люда, домой. Ну я приеду тоже там по берегу. А детишек много у вас? Сколько вообще молодежи? Детский сад у нас детей около 30, школа около 67. 87 было последний раз. Учеников, да? Да. Нынче закончила 12, ой, Школа? 4, 9-летний или до 11 лет? 11 лет. Вы из декрета вышли недавно тоже? Да, я... Ребеночек. Да, Первый, второй, третий? третий. Третий, да? А, круто. Вот Нету. идти зайти контейнер, поснимать 2 минуты, пока я Пойдемте, открываю да. дверь. Склад, Вот контейнер. это мы навигации все везем. А, Ничего секретного нет. Прямо открыто держите, никто не ворует, ничего. Все свои. все свои. Ну, возьмет ребенок пачку чипсов, что я от этого объединю? Они не возьмут, они не возьмут, конечно. Дружно живете, да, поселок? Да, мы все друг друга знаем. Тут-то как без Камеры этого? везде. Да. А? Камеры? Камеры? везде, говорю. Серьезно? Окна имею в виду. А, окна. Все знаем. все видят. Ничего не скроешь. У нас В Грузии-то так как? Засолили нынче, нет? засолили полно. Вы что, ведрами собирали? Они не всегда есть. И погода же нынче теплая стояла, и морожка хорошо пошла. Бывает так, что нет. Всегда ветер, холод. И ничего не... Теплого не бывает. Мы куртки не снимаем практически. Да? Я обычно тут в унтах еще сижу, да я не успела унты еще принести. В это время обычно так Да, сидите, да? Видите, обогреватель. Я
Утром в 5 утра встаю, включаю обогреватель, уезжаю домой, потом приезжаю в 9 утра и сажусь, чтобы было потеплее. Чтобы нагреть вот так и постоянно так, да? А зимой? Ну, пока отопления нету. А зимой? К сентябрю отопление дают. Отопление тут котельная, она вот... Вон она стоит центральная, синего цвета. А, вот там. Это котельная. Она на мазуте А вот Да. это белая, вот эта администрация. Такие красивые дома стоят вдоль берега. Это вот люди там живут, да, вот в этих? Там Да. какие-то многоквартирные дома или частные все? Частные. Частные. Потому Вот что... оранжевый это мой гараж. Ну, гараж? Это гараж под КамАЗом. У меня муж дальнобойщик. А, У него 2 КамАЗа. Один теплят, один зимник. И вот. А вот его крыша там виднеется, это мой дом. угу. Вот это школа голубенькая. А, так это, я думал, это администрация. Вот это. Нет, вот администрация белая, вот после желтого домика, видите, такая страшная белая. А, это она? Администрация? Типа Тьфу, делает, я да. думал, самое красивое здание. Нет, Но это хороший показатель, что школа красивее, чем администрация. да. Это значит о людях заботиться, о детях. Вот это вот, да? Это детский сад, вот это клуб наш. Это все-таки Но он клуб. заморожен Ага. стоит. Заморожен. Я думаю, это школа. А у вас ну, есть динамика какая-то развития сейчас идет? Вот если сравнить с прошлыми годами, как-то вот что-то есть такое признаки? Ну, в основном молодежь сама. У нас по Булунскому району есть форум молодежи, где в каждом населенном пункте проходят соревнования, различные мероприятия. И командами собирается с каждого поселка. В каком-то поселке происходит. В прошлом году должен быть, то есть в этом году весной должен был быть в Таймылыре, но его не было из-за ковида, отменили. А это соревнования почему? Там различные команды прямо. Спортивные, да, различные виды спорта? Масс-рестлинг, хавсагай, А. всякие эти ГЗПР, вот эти вот. А тут есть клубы, получается, да? Ребята тренируются? Ну, наш лидер молодежи, учитель как бы информатики, математики в школе, да, он как бы старается вечером с 8 у нас идет волейбол, вот эти вот тренировки. То есть сам же учитель математики, он еще Он еще и, да, тренирует, да? пропагандирует. Ну, здорово. ЗОЖ, да. Вот его квартира. Плохо Администрация видно. построила для учителей, как бы предоставила квартиру, Ага. двухквартирная. В одном учитель английского и в другом он учитель математики. Испытано на себе. Ну что, идем пока гуляем. Людмиле и тете Гале спасибо большое за рассказ интересный. И вот как раз рассказали, кстати, спросили там, ну вот, как про алкоголь в магазине. Оказывается, еще в советские времена было принято, что поселок не пьющий. Там как-то так получалось, что поселки в этом случае получают большие дотации. То есть как-то, ну, бюджет будет выделяться, так понимаю, финансово больше, если вот такая вот с тех пор эта мера была принята, и с тех пор вот здесь вот не пьющий поселок, алкоголь нигде купить нельзя. Вот так вот. ЗОЖ, да, и вот развивается как раз вот, стараются учителя спорт развивать среди молодежи, это очень хорошо. Вот школа, да? Похоже. Администрация, вот то здание, если я все правильно понял. Вот я сколько знаю метеорологов, вообще все с Новосибирска. Метеорологи, вот. Главное, это... Под- метеостанции много. Здравствуйте. Роман, да, Игорь, очень приятно. Вот Роман переехал недавно, ну, сколько, лет 5 назад? Расскажите вкратце о своей В жизни. этот поселок я переехал лет 6 назад. С Тикси, до этого работал в Тикси. И сюда в командировку приехал, в Сахаэнерго. Устроился, здесь посмотрел, дома обитые сайдингом. Но сразу думка о том, что люди здесь как-то живут и зарабатывают. Потому что, зная Таймылыр, поселок, там все деревянное, дождь покапал, года проходят, дома черные. Здесь все обито сайдингом, такие светлые тона, то есть какой-то позитив здесь есть. Вот. Ну, думаю, посмотрю, пообщаюсь тоже. С людьми пообщался, здесь зарабатывают, кто на рыбалке, кто-то еще как-то. Задался вопросом, откуда вот это все, машины, дороги более-менее хорошие, как это все происходит. Говорит, что-то колхоз, и здесь очень удобно расположена транспортная инфраструктура, морская именно. Разветвление судов происходит на Якутск. То есть с Якутска суда могут сюда прийти, что-то привезти. В Таймылыр, допустим, это проблемно. Кто не знает, там фарватера это и далеко, и на Беляк можно сесть, и по разрешению дадут, не дадут, не факт. Вот. Я здесь остался, и за 5 лет, в принципе, мне здесь все понравилось. Ну, скажем так, что жизнь стала более-менее достойна. Вот.
Вам тут интереснее, чем вот вы в Новосибирске, например, жили? Я по своему сравниваю, я с Питера вообще переехал вот в Якутск, да, вот в Якутию. И у меня тут вот здесь душа больше как-то вот у меня радуется всему, что я тут пока вот встречаю и вижу. Если сравнивать по свободе, наверное, действий, здесь, конечно, гуляй поле. То есть твори все, что хочешь, тебе тут особо никто не придерется, там, почему ты там ледник выкопал или там столб поставил не в то место, особо до этого или там гараж куда-то воткнулся. Но что касается города, в городе есть перспективы получить образование, перспективы каких-то культурных ценностей приобрести и посмотреть вот это все, потребить, можно сказать. Здесь, к сожалению, кроме эстетики природы, здесь взять больше нечего. Свежий воздух экологический, тут можно жить, медитировать, фэн-шуй ловить. Но потом наступает момент, когда ты задаешься вопросом, а что же дальше? И вот этот вопрос, то есть ты здесь 300 лет прожил, там, ну, условно говоря, обернулся, сзади тебя та же эстетика и больше ничего, ты как трава здесь. Вырос, пожил, умер, там, тебя и не вспомнили. И особенно ничего не оставишь. Чтобы здесь что-то создать, двигаться, нужно же все-таки к цивилизации идти, в общество. Вот я здесь прожил, ну, больше 20 лет. Сейчас я уже хочу своих детей. То есть мой эгоизм уже закончился. Я здесь фэн-шуй свой поймал. Я уже хочу своих детей обратно на материк, в цивилизацию. Пусть они там все это поймут, все это возьмут с избытком. Блага цивилизации, а когда вырастут, станут сознательными взрослыми, получат образование, захотят фэн-шуй поймать, пожалуйста, у родителей есть где-то дом там на севере, идите туда, Ешайте. наслаждайтесь. Да. Вот. Ну и, конечно, цель, в моем понимании, цель, где бы ты ни находился, ты должен оставить какой-то вклад в человечество. Да. Ну вот, этим здесь, в принципе, как-то пытаемся заниматься. Кто-то занимается доставкой продуктов, кто-то от администрации облагораживает поселок. У меня вот своя пилорама, я надеюсь здесь создавать какие-то материальные блага. Благоустроить все хорошенько, да? Ага. Ну, в таком формате. А сколько лет вам? Мне уже 39. 39. Это вы 20 лет вы приехали на север именно, да? Вы говорите, более 20 лет живете? Да, я сюда приехал в 17 лет. Я в 16 лет закончил метеорологическое училище после школы Новосибирская. И сюда по распределению попал. Ну, сам выбрался на север, но у меня была немножко другая романтика. Я шел за красной икрой большой. Ну, кажется, надо было на Вы гурман, да? Тут черная, да? Она оказалась здесь черной. Ну и вот, и так и остался. До этого жил очень долго в Усть-Илимке, почти 8 лет. Ну, вот, и в Тикси прожил, и вот сюда вот последние 5 лет здесь вот самый такой для меня благоприятный климат, как моральный, так и финансовый, самый благоприятный. То есть вас не пугают все эти холода, ветра, все это ненастная погода? Это никого не пугает на самом деле. Как говорится, человек ко всему привыкает, и в этом ничего такого особенного нету. Ты в этом живешь, тебе здесь комфортно. Сколько у вас детей? У меня... Да. У меня своих 5 детей. 5. О, здорово. У меня уже старший в Якутске учится на эти технологии. Тоже через 2 года заканчивает, планирует Новосибирск продолжать учиться. Ну и старшие тоже, вот у меня кто сейчас, они в Якутске, 2 в Тиксе учатся, заканчивают, тоже в Якутск поедут учиться, может быть дальше поедут учиться. Ну, тоже буду поддерживать. Ну, куда надо... у них душа ляжет, надо, да, поддерживать. Если платное, ну, значит платное. Угу. В таком формате. Ну, удачи вам во всех ваших целях и развитии. Спасибо. Спасибо, что время уделили. Спасибо. А тут еще вот посоветуйте, что можно снять, чтобы, интересно. Я до этого и в Усть-Илимке работал, на Шалаурова работал, и на Дунае работал. А вот школу не сходить? Школ нет, ну мы мимо прошли, да. Она работает сейчас вообще? Школу посмотреть. Кстати, да. Надо зайти. Быковская средняя школа. Ну что, попробуем зайти в гости. Сейчас пока директор школы работает. Сейчас освободится, уделит нам немножко времени. Вот мы тут в кабинете. Ничего себе. Тут вообще современные технологии. Вон тут. У нас же вот в прошлом году же вот вы слышали насчет точки роста? Современная школа. Ну, По всей России же тут прямо этот был. И вот они вот точки роста, мы открылись, и они нам вот
все вот это предоставили. Точка роста это какой-то проект или Да, это образовательный проект, новые технологии. внедряет технологии, да, это в всё. образование? У вас тут квадрокоптеры, смотрю, Да, все. у нас предмет технологии полностью изменился, все уже по этим технологиям мы изучаем, а Ничего не себе. шьем ничего уже там. Да? Здорово. Мне очень неожиданно встретить в таком месте Ага, ну вот это... высокие технологии. Сказали, что по Якутии в прошлом году 24 школы, Оборудовали таким, да? именно вошли в эту программу. Но нынче я не знаю, что-то вообще молчат или по-тихому там уже сами входят или заходят, или что там делают. Ну вот они все нам обеспечили вот этим вот оборудованием. Тоже ноутбуками, вот и квадрокоптерами, легами, конструкторами. И на этом дети обучаются, да, технологиям? дети, ага. Прививается им как Вон бы знания. 3D принтер, вот у нас еще О. новый. Этот стоит тоже. Плазменный, Да. 3D принтер даже у вас есть? Принтер. Ничего себе. Вот первый наш этот. Ну, а потом у нас он Напечатали. очень, оказывается, капризный, там у него много чего этих. ЧПД уже? Да. Ну, вот первые. ЧПД Вот успешно. сделали вот ручку для этого специально, ну, пробный. Вот. Ну, Здорово. вот так вот начинаем. Ну, как видите, у нас вот ремонт пока идет. Ну да, конечно, сейчас же как раз время самое, Да. чтобы школу в порядок привести. Да. Это вот классы у вас, да, получается? Да, это у Да? нас кабинеты по 15. Сейчас, минуточку. Мгм. 15. Алло, ага же. Ага. Хорошо, ага, бери. Видишь, что отвлекаем, да, ну. Вот у нас начальные классы. К сожалению, вот эти вот у нас закрываются, потому что очень душно. Так и осталось вот батареи. Это у вас, получается, учеников в одном классе сколько примерно Ну, кабинеты? самый большой у нас сейчас второй класс уже. Нынче второй класс будет, а их 15. Самый 15. большой. А самый меньший у нас 4. 4? Да, это у нас 7 класс. Вряд ли у вас есть А, Б, В там классы, да? Нет. Ну что, если в классе в одном 4 ребенка мы не будем. То вот По самое большее по это у два. нас 15. Мы дети севера. Будущая Арктика. Вот это очень хороший плакат. У нас есть клуб Чесхани, есть вон наверху, видите, да? Оттуда начиная, они вот основал у нас Иванов Гаврилович, это прошлый директор до меня, который был. Ну, сейчас Махоплев Семен Алексеевич, учитель физкультуры ходит. Они уезжают на лыжах по всяким знаменитым этим местам. Ходят. Маршруты, да, то есть у них? Маршруты у них дальние. И у нас еще лагерь, 2 лагеря, первый сезон, второй сезон. Первый сезон у нас тут внутришкольный, и второй сезон у нас рыболовецкий. Но нынче пока у нас не получается, но последние вот года с финансированием что-то они не хотят оплачивать вообще. Но как бы из-за него мы вышли как бы агрошколу, у нас дуальная школа мы. Вот наверху. У вас же уклон, рыболовный уклон как-то, да? Да, Или да, да. как У вы нас называете? сейчас агрошкола. Агро. Школа именно рыболов. И дети после того, как закончат, они получают корочку рыболов 2-го разряда. Ага, и у вас цех есть, да, при школе, получается? Да, ну как бы цех, ну мы кабинет производственного А, обучения. кабинет именно. Ой, это мы в него и пришли? Да, вот в него и пришли. А, Что? Жалюзи. зовут нас уже, да? Ну, сейчас скоро, да. Ага, ну сейчас. Вот специально кабинет предоставили к этому. Вот у нас разделочный стол. Вот этот у нас. Морозилка. А здесь у нас вакуумы стоят. Вот 2 больших вакуума. Это вы здесь упаковываете, да, Да, получается, упаковываем. вакуумники? Вот мясорубка, весы, как видите, этот. Все тоже четко. Вакуум. А реализуете где? Вот А? продукцию где реализуете? Мы продаем их только в Тиксе. Во-первых, детей мало, и получается, они за урок только делают то, что получается. Ну, вот это. Там объемов-то, ну, Да, ну, на самом деле, они учатся вот как раз делать, как Ну да, вообще всё да, это в этом-то и делать. Они суть. как бы всё, ну, не, всё, не- что не у нас- деньги зарабатывать, Да, да. у нас все, что получается, вот, А, ну, в Тиксе. То есть вы, идет разделка, потом упаковка, заморозка и отправка, да, вот так вот здесь. Круто. И люди, дети уже с образованием, получается, да, выходят. Уже отсюда выходит с образованием. У нас еще есть эксплуатации, они учатся на вождение бурана. Потом с этой бумажки, то, что они здесь обучались, они едут тебе в Иркутск и сдают тебе на 1. Ну, спасибо вам большое, вам успехов в развитии Всё, школы. быстро сказала.
Да, ну быстро, но содержательно, да. Времени у нас тоже мало. Ага. Успехов вам, удачного финансирования, это очень важно, да. Это очень важно. И у вас очень важный у вас труд. Дети — это наше будущее, поэтому вы вообще здорово, что всем этим занимаетесь. Зимой мы рыбачим. Вам побольше сил, здоровья, Спасибо. позитива, все это решать. Ну, вам тоже в ваших исследованиях. Спасибо, да. 13 метров длиной катамаран. Даже. А вы где остановились? На берегу здесь, да. Испытано на себе. Это памятник у нас литовцев, финнов. Военнопленные, да? Да. Финны, литовцы, вот они здесь жили. Черепчинцы, которых А. тоже во время войны ликвидовали. Да, слышал. Вот это тоже памятник поставили местные. Отправляемся дальше в путь, нам уже звонят. Потеряли нас немножко, мы загуляли. Сейчас все. Едем дальше. Сейчас местный житель шел, с бензопилой идет. Здорово, что, фоткаем? Но он нас узнал, говорит, это вы, говорит, экспедиция, которая 29-го вышла, говорит, читал, слышал. Так что информация даже до сюда дошла. Пройдемся по берегу. Вот такая вот неожиданная экскурсия у нас получилась по поселку Быковский. Очень неожиданная для меня. Вот очень интересно было с людьми пообщаться. Всем большой привет, всем жителям. Надеюсь, получится у меня хорошее видео. Все это в сжатом, конечно. Вот мы буквально часа полтора бегали вот здесь. Но успели, так что буду рад рассказать о вас другим людям, особенно кто здесь никогда не был, кто вообще даже не представляет, как живут люди. Я говорил, что Тикси самая северная точка Якутии. Оказывается, вот он, поселок, получается, Быковский, самый северный. Он еще дальше, на 35 километров, на 30 от Тикси на север. Вот здесь люди живут по-настоящему прям на пике, можно так сказать, северном. Оп. Ну все, мы покидаем Быков мыс, поселок Быковский. Всем счастливо. Возможно, когда-нибудь еще доберусь до вас не так вот на 1,5 часа, а нормально. Если кто-нибудь меня пригласит, как-нибудь у меня будет возможность сюда добраться, я бы с удовольствием приехал бы и нормально тут приобщился бы к жизни вот такой северной, к жизни в таком уединенном, далеком месте. Люди очень хорошие, по крайней мере, тех, кто мы встретили, очень приветливые. Вот всем большое спасибо, что рассказывали, что рады были нас видеть. Ну и, как я понял, поселок очень дружный, значит, здесь все такие. Так что вам всем большой-большой привет. Надеюсь, до скорых встреч. Испытано на себе.